Здравствуйте, в эфире «Настоящее время» из студии в Вашингтоне. С вами Игорь Тихоненко. И сегодня в программе. Адвокаты Надежды Савченко заявляют о фактах, подтверждающих алиби их подзащитной. В Украине продолжаются масштабные международные военные учения стран НАТО. И ядерное соглашение с Ираном. Почему же все-таки конгрессмены против? Но начинаем мы с новостей из Праги. Катерина? Спасибо, Игорь. События дня в настоящем времени из Праги. Я Катерина Кочкина. Здравствуйте. Отказали и в Магадане. Уже третий город, где демократическая коалиция, в которую входят сторонники Алексея Навального, Михаила Касьянова и убитого Бориса Немцова, рискует быть недопущенной до выборов 13 сентября. До начала сбора подписей куратор российской внутренней политики Вячеслав Володин пообещал, что выборы пройдут с непредсказуемым результатом. Но что-то пошло не так. В итоге в Магадане подписи забраковали, в Костроме арестовали начальника предвыборного штаба, а в Новосибирске кандидаты объявили голодовку. Если их не пустят на выборы, в городе могут пройти массовые акции протеста. Об этом настоящему времени рассказал Алексей Навальный. Никаких 86% нету, никаких заоблачных рейтингов нету, никакой всенародной поддержки нет. И единственный механизм, который уже сейчас власть может использовать для того, чтобы оставить за собой большинство в региональных парламентах, это уже даже не подделка, не фальсификация, не цензура, а только недопуск на выборы. Потому что уже цензуры и просто фальсификации на выборах им уже не хватает для того, чтобы гарантировать большинство. Сейчас им важно просто не пустить нас на выборы. В районе Донецкого аэропорта, где еще недавно шли ожесточенные бои, сейчас гораздо тише. Тем не менее, бойцы ВСУ сообщают, что обстрелы продолжаются практически каждую ночь. Наш корреспондент Екатерина Малафеева побывала на позициях новых киборгов. Иду к себе на пост. Фагот там ночью стреляли, опять проволока повсюду. Именно так начинается обычное утро украинского солдата на позициях рядом с Донецким аэропортом. Здесь о перемирии даже не слышали. В связи с утренним обстрелом очередная группа военных ждет своей смены и команды выйти на позиции. Добраться до позиции глаза лучше перебежками. Так меньше вероятность получить снайперскую пулю. Те, кто ночью был в обороне, утром отдыхает или готовит завтрак. Бойцы рассказывают о том, как прошла ночь. Стреляли со стрелкового оружия. С утеса стреляли, противники. Что вы делаете, когда стреляют они? Что мы делаем? Мы можем вырвать. Ответка и наблюдение. Да. Обычно обстрелы начинаются с наступлением сумерек и продолжаются всю ночь. Иногда они длятся сутками. В правой стороне, как слышите, сейчас начался бой. Стрелкотня. Сейчас подключатся минометы, АГС. То есть передышек нет. В какой-то части все равно идет бой. Тишины абсолютно нет. Страдают наши соседи, это Авдеевка опытная, Маринка. На вопрос об отводе оружия калибра меньше 100 мм Геркулес добавляет. Я отношусь к этому вообще положительно, потому что я вообще за мир. Но на данный момент моими глазами, моими ушами я вижу, слышу, что это все не соблюдается. Каждый день работает тяжелая артиллерия, также танки, САУ и все остальное. То есть я не вижу выполнения каких-то там угод и всего остального. Противоборствующие стороны продолжают заявлять об отводе тяжелого вооружения, но ОБСЕ и штаб АТО продолжают фиксировать нарушения Минских соглашений. Екатерина Малафеева, Юлия Дрозд. Настоящее время. Донецкий аэропорт. Украинский добровольческий батальон «Донбасс» покинул поселок Широкино под Мариуполем, несмотря на протесты местных жителей. Подробнее мой коллега Александр Касаткин. Просим президента, чтобы вы остались с нами. Мы просим всю Украину поддержать нас о том, чтобы вы оставались с нами в нашем городе, нас защищать. Жители Мариуполя в ночь на вторник встречали батальон «Донбасс». Бойцы покинули расположенный недалеко поселок Широкино. Горожане требуют, чтобы батальон остался в Мариуполе, чтобы защищать их. Сами бойцы не хотят покидать своих позиций. Против оттуда уходить, потому что сколько жизней было положено. Зачем все эти труды? Зачем мы там проходим? Мы побросали свои семьи, приехали сюда, защищать город. Теперь что? Мы должны уйти из Широкино? Извините.
Представители украинских силовиков настаивают, что уход добровольческих батальонов не означает, что армия покидает Широкино. На смену Донбассу придут подразделения морской пехоты. Мы ждем подписания соглашения о создании буферной зоны. Это означает, что тяжелое вооружение будет отведено обеими сторонами на 15 километров от линии разграничения. Если противник не отступит, мы не будем просто так отводить крупнокалиберные орудия. Также в Широкино обещают оборудовать постоянно действующий наблюдательный пункт миссии ОБСЕ. Напомним, именно в этом районе в понедельник был ранен представитель мониторинговой миссии. Адвокат украинской летчицы Надежды Савченко, которую в России обвиняют в причастности к гибели 2 журналистов ВГТРК, провел пресс-конференцию в Киеве. Он заявил о том, что данные о телефонных звонках Савченко полностью подтверждают ее алиби. С подробностями моя коллега Алена Островская. Защита Надежды Савченко готова предоставить подтверждение ее алиби, заявил во вторник адвокат украинской летчицы, которую в России обвиняют в содействии убийству 2 журналистов ВГТРК. Илья Новиков сообщил, что в момент гибели Игоря Корнелюка и Антона Волошина Савченко находилась в плену у сепаратистов. Согласно данным телефонного биллинга 2 номеров Надежды Савченко, первый из этих номеров в 10 часов 44 минуты находился в центре города Луганска, а второй из этих номеров уже в 11 часов 4 минуты находился в том районе, где следующие 6 суток ее удерживали боевики, то есть на базе батальона «Заря». По данным российского следствия, 17 июня прошлого года Савченко передала координаты съемочной группы ВГТРК наводчику минометного огня, а затем под видом беженки перебралась через границу в Ростовскую область. Адвокат летчицы утверждает, что данные телефонных счетов полностью это опровергают. Я напомню, что обстрел, который меняется, в который ставится вину, что она его корректировала, происходил в 11 часов 40 минут. Таким образом, если в 10 или даже в 11 часов она уже была в плену, это полностью разбивает российскую версию в части обстоятельств гибели Корнелюка и Волошина. Кроме того, по словам адвоката, в распоряжении защиты есть видеодоказательства невиновности Савченко. Надежда Савченко отрицает свою вину и настаивает, что на территорию России ее привезли в наручниках и с мешком на голове. Украинская летчица уже больше года содержится в СИЗО. Предварительные слушания по этому делу назначены на четверг. Во Львовской области Украины продолжаются масштабные международные военные учения «Быстрый трезубец». Почти 2000 военных из Украины и 17 стран НАТО отрабатывают ведение боя в городе, антитеррористические операции, разминирование и оказание медицинской помощи. Программу учений максимально приблизили к условиям, в которых украинские военные пребывают в зоне боевых действий на востоке страны. Некая империя на севере Европы посягает на территории своих южных соседей. Начинается вторжение, которое нужно остановить. Такова легенда многонациональных военных учений Rapid Trident в Международном центре миротворчества и безопасности во Львовской области. В этой учебной точке мы можем наблюдать тактические действия во время боя в условиях города. А еще столкновения в условиях так называемой гибридной войны, работа артиллерии, рукопашный бой, блокпосты и первая медицинская помощь на поле боя. Украинский врач рассказал мне, как учился у американских военных врачей, потом отработал навыки в условиях реальной войны, и теперь эти усовершенствованные знания он снова передает американцам. Почти 2000 военных из 18 стран мира, бронетехника и авиация. Условия учений максимально приблизили к боевым. Программу даже подкорректировали под конкретные задачи, которые выполняют украинские военные на востоке Украины. Не вдаваясь в подробности, могу вас заверить, мы включили в программу такие тренинги, которые позволят командиру или солдату быстро ориентироваться и принимать нужные решения в условиях гибридной войны. Во время учений для большего эффекта военных с разных стран объединяют в многонациональные подразделения, как боевые, так и штабные. А уже в конце недели все, чему научились, они покажут в финальном тактическом упражнении. Ирина Сандуляк, Юлия Дрозд. Настоящее время. Российские военные запретили жителям села Дарай-Об в Таджикистане выходить на улицу. Впрочем, даже дома они не чувствуют себя в безопасности. На соседней с селом российской военной базе проходят учения, и пули долетают до жилых районов. Подробнее Дарья Кудрявцева. Как долго продлятся очередные учения российских военных в Таджикистане, неизвестно. Но пока жители села, находящегося вблизи полигона Мамирак, призвали покидать дома лишь по понедельникам, субботам и воскресеньям. Однако местные жители утверждают,
Даже у себя дома они не чувствуют себя в безопасности. Пули российских военных долетают до них прямо с полигона. Моему сыну 3 года, пуля чуть не попала в него. А недавно пуля попала в стену нашего дома. Вот что попало в нашу стену. Сейчас в селении Дарай-Об трудно найти дом, не пострадавший от выстрелов, утверждают местные жители. По официальным данным, есть раненые и убитые. Ну, мы испугались очень. Были и раньше случаи, когда пуля попала в корову и убила ее. Попала в человека и тоже убила. Как-то пуля неделю назад во двор попала. Сколько пыли было. А эта конкретная пуля попала буквально на днях. Председатель Шура-Абадского района на пресс-конференции заявил, что они официально пригласили посла России посетить села, чтобы он своими глазами увидел положение дел. А пока председатель района попросил жителей близлежащих к полигону селений не выходить из дома со вторника до пятницы. Представители военной базы, в свою очередь, выслушали жалобы и обещали принять меры. Однако пока жители местных сел продолжают жить в страхе. Российские военные оказались участниками еще одного инцидента в Таджикистане. 7 пьяных офицеров вышли в одном нижнем белье на центральную площадь города Куляб и ввязались в драку с местными жителями. Полиции удалось пресечь беспорядки. Часть военных была задержана. В США продолжают обсуждать ратификацию ядерного соглашения с Ираном. Подробности у коллег из Вашингтона. Игорь, вам слово. Администрация Обамы по-прежнему пытается убедить Конгресс ратифицировать ядерную сделку с Ираном. Госсекретарь США Джон Керри выступил накануне на слушаниях в Комитете по международным отношениям Палаты представителей. А один из главных оппонентов соглашения, сенатор Том Коттон, объяснял свою позицию в Гудзоновском институте. Почему конгрессмены все-таки против, разбирался Александр Панов. Из отведенных Конгрессу 60 дней на утверждение сделки с Ираном прошло 10, осталось 50. А миссия администрации Белого дома по-прежнему кажется невыполнимой. Республиканцы дружно против, как конгрессмены, так и 16 кандидатов в президенты от этой партии, обещавшие в случае победы в 2016-м немедленно аннулировать сделку. Это хорошее соглашение для всего мира, это хорошее соглашение для Америки, это хорошее соглашение для наших союзников и друзей. Выступление Керри переводилось на фарси и транслировалось иранским государственным телевидением в прямом эфире. Дьявол, как известно, таится в деталях. Побывавший в Вене самый молодой сенатор нынешнего созыва, 38-летний Том Коттон, представляющий Арканзас, утверждает, что не все детали известны общественности, существуют и тайные договоренности. Коттон и конгрессмен Майкл Помпео из Канзаса в Вене встретились с заместителем директора Международного агентства по атомной энергии и от него узнали о том, что есть 2 секретных договора о проверке иранских ядерных объектов, заключенных на полях венских переговоров. Соглашение с МАГАТЭ администрация Обамы даже не видела, утверждает сенатор, и не представила о них никакой информации Конгрессу. «Доверяй, но проверяй», любит повторять след Рейгану американские политики, но с проверкой иранцев возникают серьезные проблемы. Заключены секретные соглашения, о них знает Аятолла, но не американские граждане. Я лично обнаружил этот шокирующий факт. Сейчас уже администрация признает, что дополнительные соглашения существуют, но Конгресс не знает их содержания. Американским законодателям МАГАТЭ заявили, что детали прямой сделки с иранцами секретны и не могут быть оглашены даже Джону Керри. Впрочем, Белый дом называет якобы имевший место тайный сговор не более чем сугубо техническими согласованиями. Как сообщают неофициальные источники, речь идет о том, чтобы иранцы сами предоставляли МАГАТЭ ядерные материалы. Разве можно слепо верить этим образцам, вопрошает сенатор. Сенатор Коттон и специалисты Гудзоновского института убеждены, что сделка с Ираном неудачна и опасна. Она не останавливает ядерную военную программу Тегерана. Эксперты, написавшие статью Wall Street Journal, объясняют, что иранцы могут чрезвычайно затруднить процесс проверки их ядерных объектов. Сенатор Коттон назвал госсекретаря Керри Понтием Пилатом к явному неудовольствию Барака Обамы. Понтий Пилат, потому что якобы Керри умывает руки, что приведет к ядерной бомбе в руках принципиального противника Америки. Президент обрушился на республиканцев. Возможно, они так привлекают к себе внимание и пытаются выпихнуть из заголовков Дональда Трампа. Но это не тот тип лидерства, который нужен сейчас Америке. Если соглашение такое плохое, почему с ним согласились другие страны, в том числе и Россия?
У США и России интересы могут совсем не совпадать. У России давние коммерческие интересы в Иране, в том числе в торговле ядерными технологиями и оружием. Из этого Россия исходила на переговорах. Конгресс может оттянуть срок ратификации соглашения, например, до 15 декабря, когда эксперты МАГАТЭ должны представить свой доклад, оценку ядерной программы Ирана после разъяснения иранской стороной всех имеющихся вопросов. И это станет моментом истины. Противники соглашения допускают, что оно будет принято, но с существенными поправками и, возможно, позже 60 дней, отведенных на его ратификацию. В конце концов, переговоры с Ираном длились 11 лет. Можно подождать еще несколько месяцев. Александр Панов, Дмитрий Шахов. Настоящее время. Вашингтон. Между тем, Иран и Европейский Союз договорились начать обсуждение целого ряда геополитических вопросов, в том числе борьбу с терроризмом. Об этом во вторник заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммед Джавад Зариф на совместной пресс-конференции с главой европейской дипломатии Федерикой Могерини. Белый дом ответил на петицию о помиловании бывшего подрядчика Агентства национальной безопасности США Эдварда Сноудена. Во вторник советник президента Обамы по национальной безопасности Лиза Монако опубликовала заявление, в котором говорится, что Сноуден должен вернуться в США, чтобы предстать перед судом своих соотечественников, а не, цитата, «прятаться за ширмой авторитарного режима». Конец цитаты. Петицию на сегодняшний день подписали 168 тысяч человек. Как известно, Сноуден в 2013 году получил убежище в России. Британская группа, выступающая в защиту демократии, обвинила власти России в том, что они злоупотребляют возможностями для сотрудничества с Интерполом, требуя ареста и экстрадиции политических противников. Подробности в сюжете из Лондона. Каждая из 190 стран-членов Интерпола имеет право направить так называемый «красный циркуляр», содержащий запрос на незамедлительный арест и экстрадицию лица, подозреваемого в совершении уголовного преступления и находящегося на территории другого государства, члена Интерпола. Дэвид Саттер представляет британскую политическую организацию The Henry Jackson Society. Процедура подачи и получения красного циркуляра очень проста. И Интерпол действует, основываясь на доверии. Поэтому многие злоупотребляют Интерполом. Москву обвиняют в том, что она снова и снова злоупотребляет этой системой, подавая красные циркуляры и объявляя своих политических оппонентов в розыск по линии Интерпола. В России много людей, которые обвинены несправедливо. Предъявленные им обвинения являются политически мотивированными. Россия время от времени передает эти основанные на ложных обвинениях запросы в Интерпол, практически лишая этих людей возможности выезжать из страны, в которой они находятся. Российские власти настаивают на том, что обвиняемые должны предстать перед судом, и этот суд будет справедливым. Среди тех, на кого российские власти подали в Интерпол красные циркуляры, Билл Браудер, исполнительный директор компании Hermitage Capital. В 2009 году в российской тюрьме погиб юрист этой компании Сергей Магнитский, которого арестовали по сфабрикованному обвинению после того, как он начал расследовать дело о коррупции в государственных органах. Российские власти обвинили Браудера в мошенничестве и запросили красный циркуляр на его арест, в чем им было отказано. Они пытались добиться моей экстрадиции в Россию, моего ареста Интерполом и предпринимали многие другие действия административного характера. Однако, если бы у них была малейшая возможность убить меня и остаться безнаказанными, они бы это сделали без всяких колебаний. В октябре прошлого года болгарский суд принял решение отказать в удовлетворении запроса российской стороны на экстрадицию политического оппонента Кремля Николая Коблякова, также обвиненного в мошенничестве. Для меня это стало примером европейской справедливости, подлинных европейских принципов. Интерпол активно использует свое независимое подразделение, занимающееся мониторингом, комиссию по контролю за картотекой Интерпола. Цель этого органа – предотвращение потенциальных злоупотреблений, говорит Дэвид Саттер. Но она работает не очень хорошо и используется не во всех случаях. Если страны, такие как Россия, собираются постоянно злоупотреблять институтами Интерпола, тогда они должны быть лишены возможности пользоваться этими институтами. Представители Интерпола отказались от интервью, но организация выступила с заявлением, в котором выразила несогласие с утверждением о том, что Интерпол уязвим для злоупотреблений. И экономика. Валютный курс российского рубля за минувшие сутки вновь понизился и достиг самого низкого уровня за последний квартал. К моменту закрытия торгов во вторник трейдеры на валютной бирже давали чуть более 60 рублей за доллар США, чего не отмечалось с марта нынешнего года. Прогноз специалистов для российской экономики неутешителен.
О причинах и возможных последствиях лихорадки валютных курсов в материале Вадима Оленичева. Российские экономисты вновь встревожены. Курс рубля за считанные дни потерял по отношению к доллару США около 2,5%, а по итогам месяца более 6,5%. Тенденция более чем тревожная, если вспомнить, что за 2014 год рубль уже обесценился почти в 2 раза. Такое снижение курса российской валюты поставило страну перед угрозой глубокой рецессии, говорят аналитики. Уровень заработной платы в России снижается, и, как следствие, объем потребительской активности падает. Негативный эффект от этого ощущается на всех уровнях, от столицы до самых отдаленных областей. Даже в поселках, граничащих с Китаем, местная торговля тоже страдает от перепада валютных курсов. Какой-нибудь мерч, что-нибудь сейчас. На 1000 рублей россияне раньше могли купить все, что хочешь, а теперь нельзя купить ничего. 1000 рублей это было примерно 300 юаней, а теперь это не больше 100 юаней, может и меньше. Поэтому люди перестали покупать товар. Темпы сокращения российской экономики за 12 месяцев, по оценкам Министерства финансов, в годовом исчислении сейчас приближаются к 4,5%. Почему же рубль вошел в штопор? Причина, утверждают экономисты, та же, что и год назад. Курс рубля сильно зависит от перепадов цен на энергоносители. А нефть марки Brent в течение недели подешевела почти на 2%. С начала нынешней недели цена за баррель нефти колеблется в диапазоне ниже $60. Для стран-поставщиков Саудовской Аравии, России и других такой потолок является чрезмерно заниженным. Основополагающая причина падения рубля – это обвал цен на нефть. На экспорт нефти и газа в России приходится очень значительная часть экономики. Именно они обеспечивают России платежный баланс, ее способность импортировать товары. В ближайшие месяцы курс рубля будет продолжать зависеть от цен на нефть. Если нефть подешевеет еще, Центробанк России, скорее всего, будет вынужден опять урезать учетные ставки, чтобы стимулировать кредитно-финансовую активность и рост экономики. Ситуация в России, втором в мире государстве по объему экспорта нефти, не может не сказываться на западных рынках. В среду вечером в Вашингтоне должно завершиться заседание руководства Федеральной резервной системы, выполняющей роль Центробанка США. ФРС во главе с ее председателем Джанет Йеллен, скорее всего, не станет повышать базовую учетную ставку. По оценкам экспертов Центробанка, перспективы экономики США по-прежнему сопряжены с риском, а значит, она все еще нуждается в стимулировании. Рекордно низкие банковские ставки помогут активизировать темпы роста. Но повышение ставок, говорят экономисты, по всей видимости, произойдет не раньше сентября этого года. Вадим Оленичев, Андрей Дегтярев. Настоящее время. Вашингтон. И эфир продолжат наши коллеги в Праге. Они расскажут нам об особенностях молдавского авторынка. Катерина? Спасибо, Игорь. В Молдове свободно продают угнанные автомобили из Европы. Новость с таким заголовком стремительно распространилась в молдавских СМИ и вызвала панику среди местных автолюбителей. Корреспондент «Настоящего времени» Александр Силич отправился в Кишинев и выяснил, есть ли основания для беспокойства. Откуда угнанный в Европе автомобиль может попасть в гараж автолюбителя-молдаванина? Возможно, отсюда, с одного из крупнейших в стране авторынков, который размещается в районе Скулянка молдавской столицы? Нет, утверждают местные торговцы. Наткнуться на котлету, именно так здесь называют ворованный автомобиль, на авторынке шансы минимальные. Надо обратиться к человеку, который этим уже занимается, то есть энное количество времени, который уже понимает и знает все нюансы. А самому поехать, то есть большой риск, можно действительно купить эту котлету. Тем не менее, котлет, согласно с полицейскими, в Молдове за последние несколько месяцев обнаружено как минимум 4. Mercedes S500, Volkswagen T4, Audi A4 и даже угнанный в Италии мотоцикл. А насколько реально угнанный автомобиль может пройти через границу? Может пройти, это если, так сказать, к оформлению этого автомобиля отнесутся, так сказать, пренебрежительно или там не полностью исполнив свои обязанности таможенники, полицейские, пограничные и так далее. Вот только снимать с себя ответственность за это беззаконие самим же законодателям, наверное, не стоит. Корень этой проблемы лежит в недавно принятом, более года назад принятой законодательной норме, согласно которой разрешается ввозить машины, зарегистрированные в иностранных государствах, и в течение года не производить их таможенное оформление.
И все-таки, как считают специалисты, каждый желающий приобрести подержанный автомобиль из одной из стран Европейского Союза должен сам позаботиться о том, чтобы его новый железный друг был чистым и не числился в розыске. А для этого достаточно попросить документы растаможки у продавца или обратиться с соответствующим запросом в полицию по месту покупки. Александр Силич, «Настоящее время», Молдова. В Иркутской области бушуют пожары. По данным Россельхоза, более 4000 гектаров леса охвачено огнем. В Прибайкальском национальном парке, частью которого является популярный у туристов остров Ольхон, на борьбу с огнем брошены водители такси. Сегодня лесники перекрыли один из основных туристических маршрутов. Таким образом, они планируют заставить местных жителей и таксистов помочь им потушить пожар. Почему борьбу с огнем приходится каждый день начинать сначала и почему власти Иркутской области отказываются объявлять чрезвычайную ситуацию, мы расскажем завтра в специальном репортаже «Настоящего времени». Время передавать слово коллегам в Вашингтон. В США реагируют на признание Национального фонда в поддержку демократии нежелательной организацией. Игорь, эфир ваш. Спасибо, Катя. Госдепартамент США выразил глубокую обеспокоенность в связи с решением российских властей официально признать Национальный фонд в поддержку демократии нежелательной организацией. Цитата: «Это действие еще один пример усиливающегося давления российского правительства на тех, чьи голоса остаются независимыми, и еще один преднамеренный шаг, направленный на изоляцию народа России от остального мира», отметил в специальном заявлении заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Марк Тонер. На решение Генпрокуратуры РФ отреагировали и представители самого фонда, заявив, что закон, как и его предшественники, противоречит самой Конституции России, а также многочисленным международным нормам и договорам. Правозащитная организация «Международная амнистия», в свою очередь, назвала закон драконовыми мерами. И в продолжение темы мы поговорим о работе американских НКО. По официальным данным, в США 2,5 миллиона детей числятся бездомными. Так, например, в округе Лауден, в штате Вирджиния, одном из самых богатых в стране, без постоянного места жительства или на грани бездомности находится более 1000 детей. Наш корреспондент Джун Со подготовила репортаж об НКО, которая пытается разрешить эту проблему. Ранним вечером в середине рабочей недели на парковку торгового центра приезжает автобус некоммерческой организации Mobile Hope. «Надежда на колесах» оказывает помощь бездомным и детям в зоне риска. Родители и дети выстраиваются в очередь. Внутри автобуса пакеты с бесплатными продуктами питания, средствами личной гигиены, школьными принадлежностями и игрушками. Донна Фортье основала «Надежду на колесах» 4 года назад. Я не могла спокойно засыпать, зная, что где-то рядом со мной дети, чьи родители едва сводят концы с концами, бездомные или беспризорные. В прошлом году она ушла с должности директора по связям с общественностью в местной больнице, чтобы полностью посвятить себя работе некоммерческой организации. Больница, где раньше работала Донна, передала в дар этот автобус. Каждую среду наш передвижной пункт приезжает в разные места округа. В среднем за приезд мы обслуживаем от 50 до 90 детей. Некоторые родители не говорят по-английски, поэтому НКО помогают волонтеры-переводчики. Ронда приходит сюда 3 раза в неделю, чтобы упаковывать и развозить продукты. Мне кажется, что наша программа работает. Я вижу, как некоторые из наших детей становятся здоровее. Раз в месяц «Надежда на колесах» открывает свои двери, предлагая бесплатную одежду и обувь, переданную организации. Донна Фортье планирует открыть центр, где бездомные подростки могут жить и приобретать полезные навыки. Глава «Надежды на колесах» также надеется, что со временем ее автобусы появятся и в других городах. Семья золотоискателей из штата Флорида нашла на морском дне клад стоимостью $1 миллион. Во время раскопок на расстоянии всего 300 метров от побережья форта Пирс семья Шмидт обнаружила 51 золотую испанскую монету и 13-метровую золотую цепь. Сокровища, как считают эксперты, были потеряны 300 лет назад во время урагана, потопившего испанскую эскадру, которая следовала из Гаваны. Среди монет есть и редчайшие раритетные, вылитые специально для короля Испании. Как говорит историк Бен Костелло, специалистам известно лишь о существовании весьма ограниченного количества таких монет. Ну, на этом наша передача подошла к концу. Спасибо, что были с нами. Благодарим наших коллег в Праге и прощаемся с вами до завтра. Мы благодарим коллег в Вашингтоне и всех наших зрителей.
Смотрите нас в эфире своих национальных телеканалов. В настоящее время Катерина Кочкина. Всего доброго и до свидания.